Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся із нами і довіряєте нам. Мене звати Аліна Блохіна. І сьогодні у Криму прощаються із Веджие Кашка, кримськотатарський народ у скорботі. Це легендарна жінка, ветеран кримськотатарського руху. Вона не пережила тих дій російської окупаційної влади, її намагалися затримати, їй стало погано, і до лікарні Веджие Кашка, на жаль, не доїхала. Вона померла у кареті швидкої допомоги. Власне, саме прощання із Криму ви мали нагоду спостерігати в ефірі телеканалу АТР, і, звичайно, ми будемо про це говорити, показувати це упродовж усього нашого ефіру. Просто зараз ви можете бачити, до речі, кадри із Криму, як сьогодні проводжали в останню путь Веджие Кашка. Їй було 83 роки. Я рада вітати гостя моєї студії. Це Борис Тизенгаузен, експерт-міжнародник. Борисе, доброго дня вам. Здравствуйте. Я хочу вас спершу попросити прокоментувати те, що відбувається на території анексованого півострова і так само і на окупованих територіях на Донбасі. Чи бачить світ те, що роблять окупанти на цих територіях? Безусловно. Во-первых, следует отметить, что наши рабочие группы и в Совете Безопасности ООН, и качественно за последнее время качественно повысили свой уровень, я имею в виду уровень профессионализма, уровень сбора фактов и доказательной базы. Особо, конечно, хотел бы отметить нашу прокуратуру, я имею в виду прокуратуру Крыма, которая находится в Киеве. Действительно, ребята очень качественно делают свою работу, и, насколько я знаю, прокуратурой Крыма сейчас готовится представление в Гаагский суд о военных преступлениях, вот как раз о геноциде, который, собственно, российская сторона в Крыму сейчас проводит по отношению к крымско-татарскому народу. Собирается база политзаключенных, не только крымских татар, но и всех политзаключенных в Крыму. И я думаю, что в последующем такой суд уровня такого нюрнбергского процесса над теми, кто совершал вот эти преступления, мы все-таки увидим. То есть у меня есть такая надежда. Какой должна быть реакция, по вашему мнению, сейчас? Вот перспектива, довести все эти преступления до суда, она, возможно, существует, но вот конкретно сейчас может ли как-то мировое сообщество повлиять на то, что происходит? Мировое сообщество влияет, безусловно. Европа и Соединенные Штаты вводят пакетные санкции, секторальные, персональные. То есть это прямая реакция мирового сообщества на то, что делает Россия. И, кстати, буквально вчера был суд над сербским бывшим руководителем, которого приговорили к пожизненному заключению. Одним из отягчающих обстоятельств было его участие вот в этом ужасном преступлении в Серебрянице, когда порядка 8 тысяч мусульман были убиты. Это говорит о том, что вот такие преступления, как геноцид, как военные преступления, они не имеют срока давности, и рано или поздно мы увидим судебный процесс, вот так, как это было с бывшим сербским руководителем. Да, совершенно верно. Скажите, работают ли санкции, которые были применены к Российской Федерации? Безусловно, они работают. Во-первых, там есть разные пакетные санкции, и буквально через 2 месяца, 1 февраля, Государственный департамент Соединенных Штатов совместно с финансовой разведкой должны представить Конгрессу Соединенных Штатов так называемый кремлевский отчет. На мой взгляд, это наиболее болезненный блок персональных санкций, потому что он будет касаться конкретно, точечно персоналей высшего политического и бизнес-руководства Российской Федерации. Там будут не только сами приближенные к Путину люди, такие как группа Ротенбергов и его питерские друзья, но и их дети,
которые занимают или заняли высшие государственные посты, которые ведут бизнес в Российской Федерации. Причем весь этот кремлевский список, он фактически крутится вокруг одной фамилии. То есть у каждой персоналии должна быть указана близость непосредственно к российскому президенту, к Владимиру Путину. И я думаю, что персональные санкции для российских чиновников, они наиболее болезненные будут. Почему не ведут санкции конкретно против Владимира Путина? Почему его до сих пор принимают в Европе? Ну, это вопрос уже больше политический, потому что, по большому счету, российская сторона на уровне МИДа отрицает свое участие в военном конфликте на Донбассе. То есть это официальная позиция МИДа. Европа говорит дипломатическим языком. И, в общем-то, Европа понимает, что Россия – это один из важнейших игроков на сегодняшний день на макрополитической арене. Поэтому конкретно против Владимира Путина никаких, на мой взгляд, хотя вот тот кремлевский пакет, о котором я говорил, он призван именно со стороны его ближайшего окружения надавить на самого Путина. То есть вот через такие инструменты Соединенные Штаты работают. А какова вероятность того, что санкции с России могут снять? Потому что такие разговоры, они ведутся. Такие разговоры ведутся, но здесь нужно понимать, что на Россию были наложены санкции различного формата и разных пакетов. Были европейские санкции, первая, вторая, третья волна, были санкции за Крым, были за Донбасс отдельно. Со стороны Соединенных Штатов тоже были разные пакеты санкций. То есть даже Курт Волкер в предпоследнем своем на предпоследнем брифинге уже касался этой темы и говорил, что если будет поступательное движение в решении вопросов конфликта на Донбассе, то, возможно, с России будут сняты санкции именно за Донбасс. Но здесь есть очень опасная такая черта, и то, что меня очень сильно беспокоит. То есть Курт Волкер, говоря о Донбассе, забывает про Крым. Потому что если на Донбассе мы еще можем поступательно решать проблему, говорить о мандате миротворцев, говорить о формате этого мандата, говорить о количестве и качественном составе миротворцев, то с Крымом все черное или белое, отдать или не отдать. И вот поэтому аккуратно Крым выносится за скобки, потому что в ближайшее время разрешения вопроса Крыма я точно не вижу. Как вы оцениваете вообще деятельность Курта Волкера в контексте Украины? Эффективна ли она? Я оцениваю как крайне эффективную, потому что за период каденции Барака Обамы, который все-таки говорил о том, что он большой друг Украины, за период каденции Барака Обамы не был даже назначен вот такой конкретный спецпредставитель по Украине. Курт Волкер очень профессиональный переговорщик, то есть он бывший аналитик ЦРУ, а мы знаем, что бывших сотрудников ЦРУ не бывает. То есть этот человек очень конкретный и прагматичный. Именно Курт Волкер первым сказал, что на юго-востоке Украины не замороженный конфликт, а полномасштабная война. И он является сторонником передачи нам летального оборонительного вооружения. То есть я считаю, что деятельность Волкера на данный момент довольно эффективна. А если взять, по пунктам, вы два момента назвали, да, это то, что он есть сторонником передачи летального оружия, то, что он признал военные действия на Донбассе войной. Что еще было им сделано конкретно? Сейчас мы уже говорим о том, что, то есть именно после переговоров трехсторонних, по очереди, Курта Волкера здесь, в Украине, и там, в Москве, Россия изменила свое решение относительно миротворческой миссии на Донбассе и на опережение подала свой проект документа. То есть после того, как Курт Волкер провел ряд переговоров, Россия меняет свое решение и пытается эту инициативу застолбить за собой. Понятно, что все это будет очень долго, я имею в виду переговоры по миротворческой миссии, но с мертвой точки сдвинулись.
То есть это говорит о том, что есть какой-то позитивный эффект. Борис, мы с вами вспомнили про летальное оружие, и вы сказали уже о том, что и Курт Волкер выступает за то, чтобы его передали Украине, но его все нет и нет. Почему? Ну, потому что это не такой быстрый процесс. Мы видим, что пару дней назад была одобрена передача джавелинов, то, что хочет Украина, оборонительных противотанковых комплексов Грузии. Это существенно повышает шансы Украины получить подобное вооружение нам сюда. Насколько я знаю, сейчас идет обсуждение в Конгрессе, и Дональду Трампу уже представили проект документа о передаче Украине как раз противотанковых комплексов «Джавелин». Поэтому я думаю, что в следующем году, если будет такой, все будет без каких-то серьезных потрясений, мы получим часть этого вооружения. Зачем джавелины Грузии? Грузия готовится к противостоянию с Россией? Грузия уже прошла горячую фазу противостояния с Россией, и Грузия понимает, что на ее границах стоит российская армия с сверхсовременными танками. Еще одного повторения грузино-абхазского конфликта никто не хочет, поэтому джавелины — это, с одной стороны, психологический фактор, который будет сдерживать горячие головы в России от наступательных каких-то операций на Грузию, используя Абхазию, а с другой стороны, это нормальная практика, когда страна, которая идет довольно серьезными темпами к Европе, получает оборонительное вооружение. И еще одна тема, которая касается Грузии и грузинов, которую я хочу затронуть, это как раз отправление их из Украины на территорию Грузии, потому что вы сами, я думаю, знаете об этой истории, когда их везли сначала аэропортом до Одессы, потом баржей переправляли в Грузию. И в контексте этого всего Госдеп Соединенных Штатов Америки высказали свою позицию, они этим недовольны, потому что говорят о том, что должно все-таки верховенство права брать верх над политическими мотивами. В контексте украино-американских отношений что-то грозит официальному Киеву? Я думаю, нет. Это на фоне глобальных событий настолько незначительное событие на мировой политической арене, что Украине ничего не грозит. Это просто нота. Она имеет абсолютно рекомендательный характер, обеспокоенность, да. И абсолютно верно представители Госдепартамента говорят о том, что все должно происходить в правовом поле. Значит, тем, кто занимается депортацией грузинской группы, нужно учесть эти замечания, чтобы не входить в конфронт. Здесь все очень просто. Это единственное, что вызывает какие-то вопросы, и недовольство в Вашингтоне по отношению к Украине? Или есть какие-то еще моменты, которые Соединенные Штаты не устраивают в нашей политике, в том, что происходит? Конечно, есть. Какие? Расскажите. Первый, самый важный момент, о котором говорят не только в Соединенных Штатах, но и в Совете Европы, и в Евросоюзе, это то, что мы недостаточно эффективны на пути борьбы с коррупцией. И саммит Украина-ЕС, который такой практически незамеченным прошел этим летом, потому что он, во-первых, был без итоговой декларации, что редкость, потому что не нашли консенсуса по итоговой декларации. И вот представители Евросоюза сказали, что, ребята, вам бы неплохо как-то усилить свои, то есть вообще активизироваться в плане борьбы с коррупцией, потому что все, что делают антикоррупционные органы, оно все, в общем-то, просачивается в землю, потому что у нас до конца не доведена судебная реформа, у нас в подвешенном состоянии законопроект об антикоррупционном суде и так далее. То есть вот это там, где нам нужно активизироваться, в первую очередь. Каким образом активизироваться? Во-первых, довести до конца судебную реформу. Потому что все мы помним громкие подання о снятии депутатской неприкосновенности, которые не закончились ничем, при наличии серьезной доказательной базы по некоторым фигурантам. То есть у нас никто не арестован после, я уже не говорю, там заведены уголовные дела или нет, но они имеют шанс успешно развалиться в недореформированных судах. Поэтому первое,
судебная реформа, второе – антикоррупционный суд, чтобы замкнуть вот этот треугольник антикоррупционных органов и непосредственно суда, который будет заниматься коррупционерами топ-эшелона. Если мы с вами говорим, знаете, о том, что Вашингтон может быть там недоволен, да, тем, как происходит борьба с коррупцией в Украине, это более обширный вопрос. А какой интерес у Соединенных Штатов Америки в наказании украинских депутатов? Ну, пример тот, к которому мы с вами сейчас подошли. Интереса у Соединенных Штатов в наказании конкретных депутатов нет. Есть интерес в том, чтобы борьба с коррупцией была эффективной. Потому что как могут Соединенные Штаты выделять нам какие-то оборонные транши, да, когда у нас буквально недавно был скандал в Министерстве обороны о расхищении средств? Как может МВФ нам выделять какие-то транши, если они не уверены, что эти транши не будут с помощью коррупционных инструментов распилены по определенным группам? Но эти же транши выделяют почему-то. Но эти транши выделяют под определенные гарантии, то есть под гарантии, что мы их вернем. Но абсолютно обязательной практикой, и собственно, НАБУ было и не без помощи Госдепартамента организовано в Украине. То есть это говорит о том, что в Госдепе и в Соединенных Штатах напрямую заинтересованы в эффективной борьбе с коррупцией. МИД РФ направил Соединенным Штатам Америки ноту протеста из-за сайта «Миротворец». Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Я цитирую: «Этот сайт приехал с украинских на американские серверы. Мы передали ноту в Госдеп США. В ноте содержатся характеристики этого портала. Также в документе содержится требование отказать им в американской прописке». Ваш комментарий по этому поводу? Ну, это очень хорошая новость. С утра эта новость подняла мне настроение. Однако следует отметить, что это чисто политическая нота. Мы же все прекрасно понимаем, что в цифровом мире развернуть сайт на немецких серверах или на марокканских или на каких-то еще, это вопрос там 2-3 часов. То есть эта нота имеет цель склонить Соединенные Штаты признать, что сайт «Миротворец» нарушает законодательство. Это первое. И второе, самое важное, на мой взгляд, что сайт «Миротворец», который публикует всех тех, кто незаконно посещает Крым, всех тех, кто способствует российской агрессии и так далее, он уже стал серьезной занозой в определенных кругах российских. Вы сказали о том, что эта новость подняла вам настроение. А вот насколько хорошая новость о том, что еще один штат Соединенных Штатов, американский штат, признал Голодомор в Украине геноцидом. Это штат Висконсин. Я сразу уточню, что уже Голодомор признали геноцидом Вашингтон, Орегон, Иллинойс, Пенсильвания, Нью-Джерси и Нью-Йорк. Вот еще один штат присоединился к этому. Насколько эта новость хорошая? Ну, это просто статистика, на мой взгляд. Да, это хорошая новость. Действительно, в Соединенных Штатах поштатно имеют право признавать свое отношение к тому или иному событию историческому. Ну, пока меньше 10% штатов это признали, но это говорит о том, что украинская диаспора и украинское лобби работают довольно неплохо в Соединенных Штатах, и, собственно, это то, что нам нужно. А почему тогда все штаты не признают это целостно в общем? Ну, во-первых, модель принятия поштатно существует, это раз. Во-вторых, и для них это не такая важная новость, то есть я имею в виду не такой важный процесс, которому они уделяют внимание. Да, там, где украинская диаспора в достаточном количестве или украинские лоббисты в достаточном, они этот закон проводят поштатно. Там, где есть другие вопросы, более насущные, внутренние, то там пока этих вопросов не касались. Я хотела вас еще спросить о том, что Дональд Трамп провел разговор с Владимиром Путиным, и в контексте тех событий, которые происходят в Сирии и в Украине, о чем могут быть эти договоренности, ну, знаете, не то, что написано на официальных сайтах, а вот по существу. По существу. Буквально накануне Россия в 10-й раз заблокировала в Совете Безопасности резолюцию по Сирии, то есть по расследованию химических атак в Сирии. Это уже 10-й раз. Эта резолюция подается по инициативе Соединенных Штатов, и Россия ее блокирует. Это говорит о том, что по Сирии
пока идет конфронт у России и у Соединенных Штатов, как он был всегда. Это первое. О чем они могут договориться по Украине? Я думаю, что до марта месяца, до выборов в России, они не договорятся ни о чем. Путин никогда в жизни не пойдет на ослабление собственной позиции перед выборами в собственной стране. Это раз. Да и я думаю, что уделять внимание вот конкретно в данном случае встрече Трампа и Путина, делать какие-то прогнозы от этих встреч, это абсолютно неблагодарное дело, потому что мы помним эту приятную дружескую встречу полуторачасовую на полях двадцатки, после которой был обмен любезностями, высылка дипломатов, и отношения с Россией только ухудшились. То есть в данном случае я думаю, что по Украине могла речь идти о том, чтобы Трамп не подписывал передачу летального вооружения Украине. Потому что Путин в свое время сказал, что если это произойдет, то Россия не гарантирует и предполагает, что, возможно, в других регионах Украины вспыхнет какая-то неразбериха. То есть он напрямую угрожал Украине о том, что нам это оружие не должно быть поставлено. Поэтому я думаю, Трамп сейчас находится в очень жестких таких тисках. Россия для него мега токсична. Недавно его бывший помощник Майкл Флинн отказался передавать информацию по расследованию представителям Белого дома. Это говорит о том, что Флинн пошел на сотрудничество со спецпрокурором, он пошел на сделку со следствием, а Флинн один из главных фигурантов по вмешательству России в предвыборные процессы, где, собственно, Трамп и его окружение являются тоже косвенными фигурантами. Поэтому российское кольцо вокруг Трампа сжимается. Россия для него небезопасна как понятие в принципе становится. И я думаю, что в ближайшее время не зря Трамп отказался в азиатском турне от встречи с Путиным. Умные советники ему сказали, что, во-первых, ему не о чем говорить, а зачем встречаться. А во-вторых, репутационно ему сейчас лучше не делать лишних встреч с представителями России. Знаете, странно, потому что перед выборами ходили разговоры про тесные, там, чуть ли не дружественные отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Как вы думаете, какова вероятность того, что Дональд Трамп это вот, скажем так, вообще российский агент? Я бы так не упрощал. Вероятность... Действительно, Трамп в предвыборной кампании хотел и говорил о том, что он будет улучшать отношения с Россией. Он не учел того факта, что демократы в меньшинстве оказались очень злыми. И именно со стороны демократов раскачиваются в основном все истории, связанные с Россией. И очень много... То есть там уже половина семейства Трампа задействована фигурантами этого дела. В Конгрессе уже не одно дело слушается. Трамп может сколько угодно хотеть подружиться с Путиным, потому что, скорее всего, он чувствует какую-то ментально родственную душу. Они оба такие с налетом диктата такого, они оба нарциссичные довольно. Но Трамп, ему это просто не дадут сделать. Как только Трамп делает шаг в сторону России, он получает два ответных жестких шага со стороны Конгресса. Потому что летом мы помним, как Трампа очень жестко и прилюдно ограничили в полномочиях снимать санкции с России, чтобы он чего там лишнего не сделал. Поэтому и Трамп понимает, что игра уже идет не по его правилам. То есть он может сколько угодно хотеть дружить с Путиным, но ему просто этого не дают сделать. А как вы думаете, какие планы в отношении Украины у Трампа? Возможно, он будет как-то использовать Украину в каких-то своих, знаете, схемах политических? Какие желания, возможно, у него есть, по вашим ощущениям? Естественно, Трамп, если мы говорим о Трампе, то нужно в первую очередь говорить о бизнесмене. Трамп чистейший бизнесмен. И из любого турне политического или какого-то стратегического он привозит с собой кучу разных сделок. Он этим гордится. То есть деньги, если совсем коротко говорить, то он относится к бюджету Соединенных Штатов как к своему собственному.
С одной стороны, это правильно, но с другой стороны, это приводит к таким резким шагам, вот как выход, например, из Парижского климатического соглашения. Почему Трамп выводит Соединенные Штаты из такого, ну, вроде бы понятного и нужного процесса? Потому что, по его мнению, США много платят. Вот и все за это соглашение. И точно так же стоит оценивать отношение Трампа к Украине как к перспективному для сделок региону. Сейчас, вот по моим источникам, и BuzzFeed сегодня, это таблоид крупный американский, подтверждает это, что Трамп может подписать документ о выделении нам летального вооружения, если мы заплатим за его часть. То есть, да, финансы во главе угла у Дональда Трампа. Поэтому вот, если мы говорим о Трампе, то лучше смотреть на него с точки зрения бизнесмена, а не президента. А Украина готова заплатить за летальное оружие какую-то сумму? Я думаю, конечно, Украина найдет. Ну, может быть, не собственные бюджетные средства, может быть, мы привлечем какие-то инициативные группы из Европы, которые нам помогут. Но это важнейший, то есть любой ценой, хотя бы за часть этого вооружения нужно платить. Это современнейшие комплексы, которые фактически перечеркивают возможность российских вооруженных сил атаковать нас военной техникой. То есть это сверхсовременный комплекс. Знаете, вы так охарактеризовали главу Белого дома, а я хочу вас спросить про Владимира Путина, потому что вы сказали, и это действительно складывается безусловное впечатление, что будет именно так, что он не готов послаблять свои позиции перед президентскими выборами. Как он будет их укреплять? Вот если посмотреть на него и как на президента, и как на человека с определенными амбициями. Непростой вопрос, но для этого, то есть для того, чтобы понять, как действует или будет действовать Путин, ну, во-первых, это КГБшная школа, они никогда не действуют линейно. То есть это всегда рваная стратегия. Да. Мне в свое время попадались ну, такие методички по информационной войне еще с тех времен, в которых, собственно, даны рекомендации, что если вам нужно провести одну информационную линию, создавайте целый ряд параллельных, заканчивайте их там, где-то на середине, то есть чтобы никто не понял, где реальная, настоящая и главная линия информационная. То есть, когда мы говорим о КГБшной школе, стоит понимать, что там все крайне сложно. Во-вторых, нужно понимать, за счет чего Россия сейчас держится на мировой арене. Если бы не было конфликта в Сирии, если бы не было конфликта в Украине, если бы не было влияния России на конфликт Северной Кореи и США, то есть Россия там как переговорщик выступает, то слышали бы мы о России в принципе? Да, Россия это сверхдержава, но оборонный бюджет России в 10 раз меньше оборонного бюджета Соединенных Штатов. То есть такая ли это сверхдержава? То есть Россия на сегодняшний день держится на мировой арене за счет такой демонизации, за счет своего участия во многих конфликтах. И вот в этом и есть линия российского президента за счет, может быть, ну, то есть раздувать собственную значимость за счет вот таких негативных проектов. Но при этом всем Путин обещал закончить войну в Сирии. Как вы думаете, такой вариант возможен? Ну, Путин много чего обещал. Путин говорил, что российских войск нет на Донбассе, и о том, что в Крыму нет российских военных, поэтому верить Путину – это абсолютно неблагодарное дело. С другой стороны, то, что сейчас происходит в России, я имею в виду подготовка к выборам, выведение каких-то технических кандидатов, маргинализация оппозиции, уничтожение физической оппозиции, говорит о том, что этот строй там, на очень-очень долгое время. Уйдет Путин, зайдет другой Путин. То есть вот вся преемственность в России. Но российские выборы обречены на новый срок Путина, да? Я думаю, что, наверное, людей, которые в этом сомневаются, уже практически не осталось. Зачем, вот про Сирию, возвращаясь к вопросу про Сирию, я хочу спросить у вас, зачем Путину Сирия? Далекая Сирия. Зачем? Как что? Для чего он хочет использовать? Ну, во-первых, Россия всегда поддерживала режим Асада. Это раз. Во-вторых, России нужно влияние во всех регионах, и на Востоке в первую очередь, потому что это ресурсный регион, и это регион, который реально формирует макроэкономические векторы в мире, я имею в виду по энергоносителям.
То есть Россия присутствует везде в большей или меньшей степени. В любой европейской стране вы найдете так или иначе аффилированную с Россией партию или политическую группу, или конкретных политиков. То есть это просто глобальная, в общем-то, вопрос глобального влияния мирового. Поэтому я думаю, в Соединенных Штатах в той же степени есть свои группы влияния практически в любой стране. Поэтому это вот... Но Россия в Сирии сейчас тратит деньги, теряет человеческий ресурс. Что она приобретает? При этом она особо ничего не приобретает. Это вопрос показать всем какое-то свое могущество. Это вопрос престижа или чего? Это вопрос новой переговорной темы, по которой можно что-то требовать от мирового сообщества. В данном случае там задействованы Соединенные Штаты Америки, поэтому Сирия – это переговорный процесс, в рамках которого можно требовать что-то в другом месте. Например, частичного снятия санкций по Украине и так далее. То есть это дополнительный, если совсем просто, это дополнительный рычаг влияния на мировое сообщество для России. Возвращаясь к президентской кампании в России, хочу ваше мнение услышать. Ксения Собчак, да, после того, как появилась информация от нее непосредственно о том, что она хочет баллотироваться, планирует взять участие в этих выборах, начали говорить о том, что это технический кандидат. По вашему мнению, Ксения Собчак технический кандидат или нет? Естественно, Ксения Собчак – это кандидат технический. Когда мы говорим о том, кто технический, кто не технический кандидат, следует помнить о том, что вся медийная вертикаль в России контролируется из Кремля. Поэтому человек без разрешения оттуда не выходит на каналы национального уровня. Это первое. Это значит согласованный кандидат. Второе. То есть для чего такой человек, как Ксения Собчак, в принципе, появилась как кандидат? Для того, чтобы фактически маргинализовать всю оппозицию. То есть, если раньше оппозиция это Навальный, если раньше оппозиция это Касьянов, если раньше это оппозиция Боровой или покойный Немцов, то сейчас оппозиция это вот эти все, то есть как это подается. Это ведущая Дома-2, это Навальный и так далее, и так далее. Размывается общее восприятие оппозиции как таковой. Ну а с другой стороны, я всегда придерживался такой точки зрения, что вся реальная оппозиция в России, она либо выезжает оттуда, либо уничтожается физически. Быть оппозиционером серьезным в России и вредить российской власти и оставаться целым и здоровым, это практически невозможно. Вы следите за предвыборной кампанией Ксении Собчак. Вам нравится то, как она ее проводит? Довольно технологично. И то есть, подход очень интересный, но учитывая то, что это технический кандидат, я понимаю, что она играет просто для того, чтобы не так все было очевидно. То есть, да, есть оппозиция, возьмут по чуть-чуть, понемногу Собчак, Навальный, кто-то еще, покажут России, что не сдвигаемая глыба Владимир Путин, и у оппозиции нет и не будет шансов. То есть это просто для того, чтобы показать, что в России есть хоть какая-то оппозиция, но скорее даже не для внутреннего рынка, а для внешнего. То есть показать, что в России есть какое-то подобие свободы слова, что вот смотрите, у нас тут кандидаты разные оппозиционные ходят. Вот так. А есть ли вероятность того, что Ксения Собчак может сорваться с этого крючка и начать вести какую-то свою игру? Конечно, нет. Нет. В России нет возможности, если человек на крючке, он оттуда сорвется, либо уже не в этот мир, скажем так, либо никогда не сорвется. Если попытаться, забежать немножко наперед, скорее всего, когда Владимир Путин снова выиграет президентские выборы, как вы думаете, какой политики он будет придерживаться далее? Будут какие-то изменения в его стратегии? Чего ждать Украине? Изменений в его стратегии не предвидится. Эта схема построена давно и долго. То есть линия будет та же самая. Создавать проблемы на мировой арене и предлагать ультимативно их решение. Вот такая линия.
Мы понимаем, что санкции все-таки начинают действовать, и это говорит о том, что российские лоббисты уже неоднократно безуспешно пытались разморозить «Северный поток-2», что у них не получается. Россия пошла на сближение с Турцией после этого серьезного скандала со сбитым самолетом только ради того, чтобы начать и форсировать турецкий поток. Потому что «Северный поток-2» заморожен. То есть мы видим, что санкции действительно работают, что они действуют, и особенно персональные санкции. Я думаю, что Россия будет создавать новые очаги проблем для мирового сообщества. Она будет накачивать информационно или кулуарно конфликт Северной Кореи с Соединенными Штатами, как она это делает, для того, чтобы оставаться каким-то переговорщиком и субъектом процесса в этом случае. Так Путин загнан в угол? Путин не загнан в угол. Для российской элиты, которая прошла там практически все, для них это абсолютно естественная среда. Пожирание друг друга, кулуарные игры, подсиживание вплоть до физического уничтожения – это чисто КГБшная история. Поэтому я думаю, что в этой ситуации они в своей среде находятся. Вот проходит сейчас саммит Восточного партнерства, и «Европейская правда» пишет о том, что в тексте декларации, которая была принята, да, есть намек на введение миротворцев на Донбасс все-таки. Как вы думаете, какая перспектива того, что на Донбассе может развернуться миротворческая миссия? Перспектива очень отдаленная. Еще раз повторюсь, никаких серьезных подвижек до марта месяца, до выбора в России не будет. Это первое. Второе, исходя из заявления Суркова после встречи с Волкером о том, что удалось достичь понимания по 3 пунктам из 29, причем это не основные пункты, скорее всего, говорит о том, что это очень долгий процесс. Но вот, кстати, по саммиту Восточного партнерства мне больше, я еще не смотрел сегодня итоговые декларации, мне больше интересно все-таки, упоминается ли там вот инициатива Литвы, так называемый план Маршалла. Потому что это очень серьезная инициатива, которую наши литовские друзья должны были представить на этом саммите. И, у Литвы, конечно, там свои есть счеты с Россией. Россия так цинично издевается над Литвой в последнее время. Те же учения «Запад-2017», где Россия вместе с Белоруссией моделировала войну с 3 вымышленными государствами, которые находятся в Литве, Латвии и Польше. То есть это официально было обнародовано, поэтому Литва вообще это наш большой друг. Так вот, план Маршалла – это вообще то, что о нем заговорили, это очень позитивно. То есть если мы будем двигаться дальше в этом направлении, то я думаю, что это будет большой помощью для нас. Насчет саммита я пока не видела в лентах новостей, обсуждалось ли это там сегодня. Вот вернусь к вопросу миротворческой миссии очень коротко. У нас заканчивается наше эфирное время. Это вообще хорошая идея или нет? Как вы думаете? Есть, как всегда, 2 стороны. Во-первых, и коротко, в некоторых странах эта миссия работает уже десятки лет, но конфликт все равно не решен. Во-вторых, для нас, по крайней мере, сейчас это единственный выход – локализовать каким-то образом конфликт и приступить к выполнению политической части Минска. Единственный вариант. Какой выход есть по Крыму? По Крыму я пока не вижу никакого выхода. То есть то, что Россия мощнейшие, серьезнейшие инфраструктурные проекты туда, то есть инвестируют в эти проекты, там этот мост и всякие электростанции, говорит о том, что они там очень далеко и долго. Крым мы потеряли еще задолго до того, как он был аннексирован. Я сам севастополец, я прекрасно помню, как в Севастополе строились целые микрорайоны по проекту Лужкова, когда российские военные выходили на пенсию и оставались жить там. То есть мы уже на том этапе оставляли российских военнослужащих, пусть и на пенсии, которые оставались определенными группами в Крыму. И, в общем, тогда уже нужно было нашей контрразведке с этим что-то делать. Этот мост будет построен? Конечно. Этот мост – это психологический больше проект, чем инфраструктурный. Этот мост в головах россиян должен такой скрепой соединить Крым и материковую часть России, притянув ее таким ментальным образом к себе. А по факту это будет, опять же таки, и дальше отдаление Крыма от Украины?
Да, с каждым месяцем информационной обработки наших граждан в Крыму мы теряем Крым. Ну, вот время работает на Россию. Через некоторое время вырастет поколение, которое не помнило, что Крым, ну, в общем-то, наш, украинский. Борис, спасибо вам большое за інтересний розговор. Борис Тазенгаузен, експерт-міжнародник, був гостем цієї ефірної години. Прямий ефір телеканалу АТР за 5 хвилин продовжить Заман. Ми слідкуємо за тим, що відбувається в Україні та світі. Дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі.